города, о которых мы сегодня будем говорить, все находятся на Великом Шелковом пути, на трассе Шелкового пути, которая соединяла Азию и Европу. Вообще Шелковый путь надо представлять не как единую какую-то дорогу, вымощенную брусчаткой или булыжником, а массу дорог, которые образуют такую своеобразную густую сеть больших, малых, средних трасс, которые жили, некоторые отмирали, другие, наоборот, кстати, развивались активно. Это своеобразная такая вот сеть дорог, которая, собственно, заняла все уголки Евразии. И вообще Шелковый путь – это выдающееся изобретение человечества. Недалеко от впадения прозрачной Арыси в желтые воды Сырдарьи лежат развалины города, слава и величие которого пережили века. Имя его – Атрар. Трудно, как заметил известный советский археолог Берштам, найти в Средней Азии более выгодное и более опасное положение. Путешественники описывали Атрар как большой торговый центр на пересечении караванных путей с огромными дворцами, мечетями и другой выдающейся архитектурой. В Атраре родился и вырос один из самых известных и выдающихся философов Востока Абу Наср аль-Фараби. Вообще Атрар – это крупнейший город. Один из тех городов, который, безусловно, сыграл колоссальную роль в формировании казахского этноса и в развитии урбанизации на территории Казахстана. Как-то традиционно считалось, что Казахстан, прежде всего, это страна номадов. Это страна степей, полупустынь. Вот. И здесь в основном население – это кочевники. Да, это так, действительно. Кочевое скотоводство составляло очень важный, так сказать, потенциал экономического развития Казахстана. Но Казахстан, и это надо теперь знать, благодаря археологам в том числе, что и страна городов. И взаимодействие кочевников и горожан, вот, то есть магистральная линия, которая, собственно говоря, и дало такую яркую картину развития истории Казахстана. Атрарский оазис насчитывает более 360 объектов, то есть памятников, куда входят и мавзолеи, и поселения, и городища, и некрополи, могильники. В этом году раскопки были произведены на стратиграфическом шурфе, то есть шурф площадью более 500 квадратных метров. Мы в этом году уже исследовали слои XIV века, время эпохи эмира Тимура, и частично зацепили эпоху времени караханидов. Шурф уже достиг глубины более 5 метров. В слое пожара, то есть XIV веком, были обнаружены множество монет, и, допустим, времени эмира Тимура вот такая была обнаружена, то есть разрушенная чаша, и она была реконструирована, поливная чаша геометрического орнамента цвета кобальт. А ниже, в мусорной яме, которая прорезала слой караханидского времени, в приотложенном состоянии была обнаружена вот такая интересная вещь. Это протома от очага алтаря, то есть и она сделана из керамики. Антропоморфным изображением человека это положительные волосы. Это протома явно до исламского периода. Город, который раскапывается уже около 50 лет. Раскопки начались еще в 1972 году. Много было исследовано, вскрыты объекты. Ну, здесь среди таких крупных объектов раскопана мечеть, соборная мечеть, которая, видимо, строилась одновременно с Ханакой и мавзолеем Хаджи Ахмеда Исави. Они строились параллельно. Вот. Много чего вскрыто, несколько бань, кварталы городские стены изучались. Но, естественно, город громадный, площадь только в центральной части 20 гектаров, а так где-то около 200 гектаров с рабадами. Безусловно, Атрар – исторический бренд Казахстана. Здесь произошли очень важные события, связанные с историей казахского народа. Это и нашествие Чингисхана, и смерть Тимура здесь произошла. А самое главное – этот город, который является одним из центров казахского ханства.
Открывая Атрар, историки получили возможность воочию увидеть, как развивались города казахского ханства. Они имели определенную структуру. Мы получили огромный комплекс материалов, которые позволяют нам, так сказать, получить уже, так сказать, разрез. Он у нас начинал с самых верхних слоев, сейчас я дошел до 13 века, вот, с 18 века, 17, 16, 15 слой эпохи Тимура и слой казахского ханства, который достаточно хорошо изучен, площадь 7 гектаров. Сейчас мы вот дошли до шурфе до 13 века. И надеемся, что в ближайшее время работа будет продолжаться, шур будет углубляться, а мощность культурного слоя в Атраре 20 метров и, возможно, больше. До сих пор не обнаружена цитадель. Цитадель – это где жил правитель, то есть самая главная укрепленная часть города. Изучено только, подробно изучены верхние слои, то есть 16-17 век, и частично в центре города обнаружен, раскопан Карханинский квартал. Работы, которые проводились в этом году на средства Министерства культуры и спорта и по проекту соответствующему, они были сосредоточены прежде всего на выяснении стратиграфии города. Я уже говорил, что стратиграфия играет очень важную роль в определении жизни города, периода его развития, упадка, гибели, наконец. Если город, кстати, не доживал до нашего времени, как, допустим, Туркестан, он прошел все исторические этапы и сейчас живет полнокровной жизнью. Но Атрар, к сожалению, прекратил свое существование в XVIII веке. То есть работы очень много. И, конечно же, цели и задачи, в общем-то, определены. И мы надеемся, что на Атраре тоже будет, как на одном из очень важных объектов нашей археологии, истории, вестись большие масштабные исследования.